Добрый день. В прямом эфире новости 24. И в начале коротко о главном. В Москве на Поклонной горе проходит акция «Шатер Рамадана». Накануне гостей там принимала Ингушетия. Реконструируется улица Тутаева в Назране. Сроки ограничены, время поджимает. Успеют ли дорожники сдать первый этап отремонтированной дороги к началу июля? Завершена кладка стен и проведены монтажные работы. В Чулуках идет строительство новой школы. В Москве на Поклонной горе в шатре Рамадана прошел вечер Ингушетии, где собрались люди разных профессий и национальностей. Здесь можно было не только отведать вкусную еду, но и обменяться духовными знаниями. Начали вечер с чтения аята, там же прошла презентация перевода второй части Тафсира священного Корана. Подробнее обо всем Мария Мистоева. Шатер Рамадана уже давно стал для всех мусульман ежегодной традицией. Любой желающий может прийти сюда после долгого дня поста и в большой компании представителей своей уммы разговеться. Уже который год московский шатер Рамадана устанавливают на площадке возле мемориальной мечети на Поклонной горе. Ближе к вечеру здесь начинают собираться люди, а в шатре уже после обеда кипит бурная деятельность. Волонтеры расставляют по столам фрукты и ягоды. Основные блюда будут позже, после того, как прозвучит азан. Этот ифтар вполне можно назвать тематическим. Сегодня здесь проводят вечер Ингушетии, который не смог бы пропустить и глава нашего региона. Сплочение всех людей, разной национальности и в том, что разные веры здесь тоже присутствуют, в том, что я и православный, в том, что и в прошлом году, и в этом году. Люди приходят, те, которые хотят поучаствовать в этом важном мероприятии, не столько даже покушать, сколько на мероприятиях поучаствовать. А так очень важно, что такие мероприятия организовываются. И вот эта тема, она хорошая, она баракатная тема, она пошла по всем регионам России. Потому что в Ингушетии сейчас везде мы видим в городах шатер Рамадана. Поэтому спасибо всем организаторам и в первую очередь шейху Равиду за то, что он выступил инициатором. Московским властям бесспорно огромное спасибо за то, что пошли навстречу верующим. А советник главы региона по религиозным вопросам Магомед Хаджи Албагачиев считает, что проведение таких тематических вечеров позволяет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, узнать чуть больше о братьях по вере и их традициях. Чисто через призму ислама, если мы посмотрим, все мероприятия, которые здесь собираются именно мусульмане, верующие, это значит смысл чего? Какая-то здесь мудрость заключается в том, что мы здесь сближаемся, взаимообогащаемся и любовь наша укрепляется друг к другу. Вот это самый главный смысл таких вечеров. Где бы мы не встречались, где мы встречаемся, в том числе в мечети встречаемся, поэтому это очень большой смысл имеет. Шатер Рамадана начал наполняться людьми. Здесь и политики, предприниматели, врачи, спортсмены. Словом, люди разных профессий, возрастов и национальностей. Все они сегодня смогут не только разговеться, но и окунуться в богатую культуру и историю нашего края. А начался вечер Ингушетии с небольшого презентационного видеоролика. Ездил. В переводе с ингушского обладающие высокими духовными качествами. А после председатель Духовного управления мусульман Шамиль Аляутдинов по сложившейся традиции зачитал гостям аят дня. О те, которые веровали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу. То есть та же самая обязательная молитва, да? Поясной поклон, земной поклон. Для чего? Для того, чтобы поклониться Богу. Но это ежедневная дисциплина пред Богом. 5 раз в сутки. Магомед Харсиев, который прославился тем, что перевел Коран на ингушский язык, сегодня презентовал вторую часть Тафсира священного писания. Один из первых экземпляров издания он вручил в дар председателю Дум Шамилю Аляутдинову. Второй том перевода Корана хочется вручить сегодня Шамилю. Первый том в прошлом году мы вручали, а второй том в этом году.
Этот вечер организован постоянным представительством Ингушетии при президенте России. Целый месяц сотрудники постпредства продумывали все до мелочей. От структуры вечера до костюмов ингушских волонтеров. И даже десерт, 3 торта были оформлены в национальном стиле. Это и флаг Ингушетии, герб, башни и, конечно же, красота наряда горянки. Довольны, недовольны, это уже у гостей надо спрашивать. Мы очень надеемся, что гости останутся довольны. В этом году у нас приложили усилия абсолютно все постпредство было задействовано, здесь они были, все присутствовали. На мой взгляд, все получилось неплохо, отработали хорошо, за что им спасибо. Кстати, костюм самой девушки украшен старинным серебром, которое по традиции передавалось из поколения в поколение в ее семье. Волонтеры уже разносят по столам основные блюда. До азана остались считанные секунды. Кстати, большая часть сегодняшнего меню состоит из блюд ингушской кухни. Но вот звучит азан, после которого верующие делают дуа и съедают финики, ознаменовывая этим окончание еще одного дня поста. Сегодня в этом шатре не только мусульмане Ингушетии. Алсу Тагирова – татарская мусульманка. Женщина признается, что не так много знала раньше об Ингушетии, но теперь она планирует приехать в гости. Вот мне понравилось, что в Ингушетии мусульманская почти там сколько-то процентов, да, всего русских, да, почти 100%, как в Египте мусульманская страна, а в Ингушетии почти такое же количество мусульман, поэтому мне понравилось, вот хотелось бы посетить. Если вот тур какой-нибудь предложит, скажет, удивительная страна, мне кажется, да, тем более своих можно пообщаться, помолиться, вот, очень приятно. А Илья Агамов работает в постпредстве нашего региона. Но после просмотра всей программы и попробовав национальные блюда, он твердо решил, что хочет побывать в крае башен и легенд, чтобы увидеть все своими глазами. После всего увиденного и слышного, естественно, у меня появилось острое желание посетить республику Ингушетию. Как только у меня появится такая возможность, я обязательно скатаюсь не только в равнинную часть, но и обязательно посмотрю горы, башенные комплексы. Но не только я хотел бы обязательно побывать в городах республики, посмотреть, как она преобразилась за последние десятилетия. Среди гостей вечера были те, кто приехал из другого города, чтобы принять участие в мероприятии. Но есть и те, кто о готовящемся вечере Ингушетии узнали буквально в последний момент. Мне позвонил 3-кратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, как есть, и сказал, что ты знаешь, что сегодня день, ингушский день в мечети московской на Поклонной горе. Я сказал, он говорит, нам надо обязательно посетить. И вот мы здесь пришли, посетили с большим удовольствием. Идем сейчас. В Фейсбуке или в Инстаграме увидел, что сегодня ингушский день. И удачно так получилось, что недалеко от этого места находился. Я сперва подумал, что это в центральной мечети, там на проспекте Мира, туда бы я не доехал. Сразу позвонил Алихану Харсиеву, тем более, что мы здесь рядом находимся. И мы пришли и с удовольствием поучаствовали в этом богоугодном деле. Впереди еще 2 недели священного месяца Рамадан. И за это время москвичи и гости столицы смогут посетить тематические вечера ифтара разных субъектов. Не только России, но и всего мира. Мария Мистоева, Лейла Павлова, студия Казань Клаб Медиа, Новости 24. Скоро водителям не придется петлять по переулкам Назрани. От Икажевского круга и до центра города по улице Тутаева идут ремонтные работы. Первый этап реконструкции дорожникам нужно завершить к началу июля. Такое поручение дал глава региона. Изношенный бордюрный камень, трещины на асфальте, обвалы на дороге. Это и стало главной причиной, чтобы рабочие начали капитальный ремонт улицы Тутаева, главную магистраль, ведущую в город Назрань. Эта дорога за последние годы стала настоящим испытанием для водителей и их авто, ведь капитальный ремонт по улице не проводился с момента ее открытия. Никаких переделок, асфальт будет меняться полностью. Самая пыльная работа позади. Старый слой покрытия по всей протяженности дороги рабочие уже сняли. Мы начали работы примерно месяц назад. Значит, как известно, эта дорога была в изношенном состоянии. Были многочисленные просадки на дорогах в связи с тем, что водопроводная линия здесь пролегала под проезжей частью, поэтому были везде порывы водопровода, поэтому были просадки. Это раз. И во-вторых, за последние годы интенсивность транспортного движения увеличилась, поэтому нагрузка на автодорогу тоже увеличилась.
Поэтому дорога, покрытие асфальтовое износилось. Износилось — это еще мягко сказано. Раньше на этом участке улицы были огромные трещины и ямы. От бордюров вовсе остались лишь крошки камня и металлическая конструкция. Но теперь все это автолюбители позабудут, как страшный сон. Рабочие обещают закончить капремонт быстро и по всем современным стандартам, вплоть до ливневок. В рамках капитального ремонта производим исправление продольного профиля. То есть, проще говоря, мы создаем уклоны автодороги, чтобы для улучшения водоотвода, ливневых вод. Дело в том, что раньше до капитального ремонта на этих участках дорог часто накапливались огромные лужи, что доставляло неудобства и автомобилистам, и пешеходам на тротуарах. Поэтому мы решили исправить продольный профиль, создаем уклоны. В некоторых местах мы производим выемки, убираем бугры. В общем, плавать здесь больше не придется. Тут и там трудятся рабочие бригады. Пока одни устанавливают бордюры, другие заняты тротуаром. Рабочие спешат доделать магистраль, поэтому ни пост, ни палящее солнце не станут причиной сбавления оборотов. И начиная с глубокой ночи у нас подрядчик выводит свои бригады, технику, и где-то с 3 часов ночи начинаются все работы, и таким образом ненормированно работает подрядчик. С тем, чтобы до наступления наших праздничных дней, чтобы у нас не было ни одного участка автодороги, где нет асфальтового покрытия. Мы со своей стороны обещаем, что в праздничные дни на этой дороге можно будет спокойно проезжать, и не будет тех участков, где нет асфальтового покрытия. Из-за ремонта дороги многим водителям ежедневно приходится объезжать этот участок улицы через переулки. Но автолюбители подходят к этому вопросу с пониманием, ведь совсем скоро по улице Тутаева можно будет прокатиться, как говорится, с ветерком. Пробки сейчас бывают, так как приходится объезжать. Конечно, если сделают, будет комфортно, удобно. Основные ремонтные работы ведутся на двух самых проблематичных участках в районе Икажевского круга и рядом со строительным рынком Карат на пересечении улицы Школьная. Дело в том, что в прошлом году здесь прокладывали канализационный коллектор. По завершению своих работ бригада просто оставила без внимания. Огромные ямы появились впоследствии их же работ. Теперь все это уже выровнено на 70%, подготовлено под укладку асфальта. На этом участке производим выемку грунта на большую глубину, потому что грунт очень слабый, подмоченный, никак не стабилизировался за это время. Поэтому мы вынимаем этот слабый подмоченный грунт, заменяем его на песчано-гравийную смесь, укатываем послойно. Видите, техника стоит. Я думаю, что в ближайшее время мы в течение этой недели закончим на этом небольшом участке, мы закончим все работы. Остается чуть больше 2 недель, и улица Тутаева приобретет новый облик, но пока только до рынка Карат. Ну а до конца лета дорожники обещают сдать всю улицу протяженностью свыше 3000 метров. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Российский файтер Абукар Яндиев поверг греческого бойца Энтони Христодолу. Этот яркий бой состоялся накануне в Санкт-Петербурге в рамках турнира М1 Челлендж. В числе зрителей Гран-при был и Юнусбек Евкуров. О красочной победе нашего земляка расскажет Салим Хамхоев. Слухи о том, что один из лучших бойцов Ингушетии и России Абукар Яндиев проведет свой поединок против Энтони Христодола, разлетелись быстро. Буквально на следующий день руководство М1 Челлендж подтвердило участие Абукара в основном карде. Свой очередной поединок наш боец провел против одного из лучших греческих бойцов, за плечами у которого 6 лет опыта в ММА. 18 выступлений, 12 из которых спортсмен завершил победой. Проведя всего лишь один бой в Лиге М1, Абукар уже успел завоевать пояс в другой организации. Перед предстоящим поединком Абукар провел сборы в Карачаево-Черкесии, подтягивая ударную технику. Так что все ожидали зрелищный бой в стойке. Под звуки патриотической песни Али Димаева «Моя Ингушетия» наш боец вышел на ринг. В числе самых преданных фанатов и поклонников смешанных единоборств на вечере и глава региона. Юнусбек Евкуров старается не пропускать ни одного турнира. И вот бойцы на ринге. В огромном заполненном до отказа зале тоже царит живейшая атмосфера. On the ground, don't
don't hit knee and leg to the head, only to the body. Don't touch ropes, don't touch trunks. Как и ожидалось, Абукар со стойки пошел в нападение на Энтони, сразу же обрушив град ударов. Но бой быстро перешел в партер, где Энтони именно с этой позиции и выигрывал свои бои. Считанные секунды и ошибка. Энтони приносит победу Абукару в первом раунде. Первым с яркой победой Абукара поздравил Юнусбек Киевкуру. Абукар, в свою очередь, поблагодарил главу региона за такую поддержку. Спасибо всем, кто пришел, болеет. Отдельное спасибо главе Республики Ингушетия Юнусбеку Киевкуру. Вот Горевичу. Спасибо. Спасибо всем. Когда наш боец проведет свою следующую схватку, пока неизвестно. Но победа над бывшим бойцом UFC – серьезная заявка в мире ММА. Ну а следующий, уже юбилейный 5-й турнир по смешанным единоборствам пройдет в июле в горах Ингушетии. Салим Хамхоев, Новости 24. Идет строительство нового учебного заведения на 540 мест. Об обветшалом здании школьники будут лишь вспоминать. Для полноценного учебного процесса в новой школе будет организовано все до мелочей. Ученикам останется лишь усердно взяться за гранит науки. Об условиях в старой школе и будущих перспективах расскажет Тамерлан Хамхоев. Небольшая комната и посередине теннисный стол. Такое можно увидеть во многих школах, однако не в каждой это называется школьным спортзалом. Таких проблем внутри учебного заведения много, не считая того, что снаружи. Само здание давно устарело. Школа здание, те же здания, разваливаться даже лахтажи, стянуть пеныш, арматуры, швейлер, что они мерить еще, и что лахи тонус олдани изде. Сактай пара хая ремонт сасацухша. Дагра хаища юг пеныш да хай это алигиш. Постоянно ремонт повторять, обновлять, расходы жми, да, должно, Впрочем, это лишь экскурс в прошлое. Учащимся теперь строят новое здание, в котором не будет ни трехсменки, ни других проблем. А вот в новой школе сразу два спортзала, малый и большой, также пищеблоки и учебные лаборатории. А во втором блоке на всех 3 этажах учебные классы. Школа рассчитана на 540 ученических мест. Строительство начато в конце 2015 года и продолжается быстрыми темпами. На этот момент завершена кладка стен, проведены монтажные работы и почти готова вентиляция здания. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Здание у нас идет двух уровней, двухэтажные и трехэтажные. Сами учебные корпуса трехэтажные. Вспомогательный блок, где пищеблок, и актовый зал двухэтажный, и спортзал, 2 зала. Есть большой зал 12×24 и малый зал для младших классов 10×12 помещений. Сам здание разбит на 6 блоков. Каждый блок разделены температурными швами, полностью отдельные. Бригада Багаудина Костоева работает на этом объекте с самого начала строительства. Мастер признается, что учебные заведения, особенно школы, строить приятнее всего. Сегодня мы сварочную лестничную площадку делали и между плитами бетон заливали. С этого села более 100 человек в этой школе работает. Давно мы мечтали иметь, чтобы нам построили новую школу. Так как у нас школа с 24 года, сколько мы ремонт не сделали, старая школа есть как старая. Мы мечтали иметь вот эту школу. Муслим Костоев занимается сварочным делом вот уже почти 20 лет. Сейчас он занят очень ответственной работой. Сваривает балки лестницы на все 3 этажа. Наша работа очень хорошо продвигается. Мы в основном на этом объекте работают люди с нашего села. И мы работаем с удовольствием, так как это делается для нас все. Мы работаем с удовольствием. Как только строительство завершится, здание старой школы, кстати, оно по соседству снесут, а на его месте построят спортплощадку для занятий футболом, баскетболом и другими популярными видами спорта. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. У меня на этом все. Вам удачного дня. Увидимся в 16:00.